Граждан Узбекистана и Кыргызстана через социальные сети под видом объявлений с вакансиями в охранных предприятиях начали вербовать в частную военную компанию «Вагнер» для войны в Украине, сообщает Центр журналистских расследований «Медиахаб». Совсем недавно на крупных кыргызских пабликах... Как отмечается в расследовании, в последние несколько недель в соцсетях кыргызского и узбекского сегментов появились объявления о приеме на работу в частные охранные предприятия в России. В объявлениях сказано, что месячная зарплата в таких фирмах составляет 100 тысяч рублей. Кроме того, работодатели обязуются покрыть расходы, связанные с приездом граждан Узбекистана и Кыргызстана в Россию. Добрый день. На данный момент набор на вакансию охранника в ТЕП временно приостановлен из-за обстоятельств. Сейчас актуально другое предложение. Я вам сейчас сброшу данные, почитайте, ознакомитесь. Если вам будет интересно, зададите вопросы. Еще раз повторю, в ЧОП сейчас мы не набираем. Буквально месяц-полтора набора в ЧОП не будет из-за изменений приоритетов. Предлагали 240 тысяч рублей в месяц, график более 4 месяцев работы, а военной подготовки не спрашивали, берут даже людей с судимостью, лишь бы не гражданин ЕС и НАТО. За службу более 6 месяцев предоставляют упрощенную форму получению гражданства РФ. Ну и самое главное, пишут, что новобранец будет выполнять задачи в зоне спецоперации в Украине. Организация работает в интересах Минобороны РФ. Никаких компенсаций в случае получения увечий не предусмотрено, говорится в расследовании журналистов. В случае, если человек соглашается ехать в Украину, а работодатель требует от него удалить все аккаунты в социальных сетях, не использовать смартфон, а вместо него использовать кнопочный телефон без камеры. Активная вербовка граждан стран Центральной Азии идет с самого начала российского вторжения в Украину через различные структуры по всей России. Вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе. Ну что же, надо и пойти.